Тот случай, когда даже шок в шоке. Им плевать на правила, на карантин, на свое и на чужое здоровье. Каждый ломится в приемное отделение, которое в эти дни, как и двор ИРКБ, зона повышенной опасности. Вирус может быть везде, правда, многие люди этого просто не понимают. Пройдите сюда, пожалуйста. Мы не просто так вам говорим, не заходите. Я вам о нем полностью. Понять людей тоже можно. Все приходят навестить своего близкого человека и узнать о его состоянии. Но сейчас в случае необходимости врачи сами будут выходить и вести беседу с родственниками. Все эти меры прежде всего для безопасности людей. Правда, понимают это немногие. Вот та самая изуродованная дверь, которую посетители чуть не сломали, пытаясь пройти вовнутрь. Нанести увечья на инвентарь, который у нас тут есть, на двери наши. Вот. На фильтре у нас работают медработники, все посменно здесь находятся. Поэтому в случаях, когда больные поступают с неотложными состояниями, как транслируется и описывается в комментариях в соцсетях, что поступали в тяжелом состоянии, была необходима неотложная помощь, за счет этого, наверное, двери эти разбивали. Нет, это все не так. Все, что сделалось лицами, которые хотели пройти, проведать родственников, которые находятся на стационарном лечении. Когда им объясняешь и говоришь, что не положено, что действует карантин, есть приказ, на основании которого мы работаем, они не понимают. И вся агрессия выплескивается на нас, соответственно. У каждого, кто стоит за дверью, свои проблемы и причины. Опасный доллар, коронавируса. Долда тригга больницы сейда айла выписки назначение желательно. По постоянному назначению ежевечерно так просто так говорили. Вот море, а вот терпится. Здесь и те, которые приехали в республику из столицы, чтобы провериться и удостовериться, есть ли у них коронавирус. Сегодня приехали, вы изолируетесь на 14 дней от своих родственников и ожидаем. Так тест не берут, если нет признаков. Если у вас есть какой-то признак, вы сразу же звоните в скорую. Но выходить из дома, чтобы там не было, категорически нельзя. Необходимо сразу же сесть на домашний карантин и обязательно вызвать бригаду скорой помощи. Вы самоизолируетесь, то есть в течение 14 дней вы изолируетесь от всех своих родных и близких. В случае ухудшения своего состояния, если у вас появляются признаки ОРВИ, гриппа, чихания, как я уже ранее сказала, насморк, да, повышение температуры тела, вы звоните в скорую медицинскую помощь, откуда вам даются уже инструкции. Выезжает участковый врач, который также отбирает пробы, и по вашему состоянию принимаются меры по госпитализации. Вот по данному случаю. По данному случаю я скажу о том, что мы отправили их на изоляцию на 14 дней, на самоизоляцию, так как там ярких признаков нет, температура тела в норме. Они прибыли только сегодня утром. Мы их берем на контроль и передаем в управление Роспотребнадзора. Для госпитализации больных в инфекционном отделении предусмотрено 40 коек, которые при необходимости можно увеличить до 46. А если этого будет недостаточно, то расширить их можно до 75, задействовав соседние корпуса. Людей, которых доставляют с подозрением на коронавирус, помещают сразу же в отдельные боксы. Их здесь можно насчитать целых 7. То есть пациента, которые доставляют его, сразу же изолируют. Здесь есть отдельные выходы на улицу. То есть в само инфекционное здание человека с подозрением на коронавирус просто не запускают. И все процедуры уже медики выполняют в отдельных боксах. Впрочем, доставили сейчас только что в эти минуты еще одного человека с подозрением на коронавирус. Сейчас медики уже занимаются его состоянием. Нет, это не учение, а реальный случай. Врачи в противочумных костюмах поместили больного в бокс. Дальше съемочной группе нельзя. Слишком опасно. Не все люди понимают глобальность и всю серьезность последствий. Медики просто умоляют не выходить из дома. Мы сегодня врачи. Мы будем стоять ради вас до конца здесь. Но вы же тоже берегите нас. Дома сидите, дома. Единственное, что сейчас самое важное, главное профилактика, это оградить себя от общества, от контактов, сидеть дома. Цифры растут. Ситуация с коронавирусом остается крайне тяжелой. Люди не берегут ни себя, ни других. Если так пойдет и дальше, последствия будут очень плачевными для всего народа. Зелимхан Калоев, Магомед Шаухалов, Новости 24.